В 2025 году у нас прошел юбилейный молодежный форум Москва-Татарстан. В этом году очень интересный был состав спикеров, и также было очень здорово, что этот форум был посвящен 80-летию Победы в Отечественной войне. На этом форуме, конечно же, награждали наших героев СВО, те, которые наших генералов, непосредственно тех, кто принимал участие в Отечественной Великой войне. Вот. И они делились своими как раз-таки напутственными словами о том, как нужно жить нашим молодежи, нашим студентам. В этом году, в год защитника Отечества, было очень много ветеранов и также героев СВО. Был на мероприятии герой СВО Иван Жарский, который поделился со своим героизмом, рассказал также перед студентами о том, как нужно себя вести, как не бояться достигать своих целей и, конечно же, строить семью. То, что у него появился смысл, конечно, это семья, дети, ребенок, про ребенка рассказал. Вот такие истории, они, конечно же, для нас очень согревающие, то, что было и интересно, и как раз-таки поучительно. А также звание Героя России посмертно присвоено Азамату Бердиеву, и в этом форуме принял участие его отец. Они вместе с Максимом Шарафутдиновым спели патриотичную песню, под которую все стояли и плакали. Вот. Также очень интересное было выступление Дениса Зарипова, когда он выходил на сцену. Как раз в этот день наша хоккейная команда «Акбарс» играла с московским «Динамо». И он выходил как раз на свое выступление, был счет 1-0. А как раз после того, как он рассказывал о своем пути успеха, после этого наша команда забила второй гол. Также гостем форума был легенда советского спорта, это Ринат Досаев, лучший вратарь мира и футбольной команды «Спартак», а после этого он также еще и играл за Испанию. Он тоже поделился своими интересными рассказами и призвал молодежь идти всегда до конца и говорил, что труд все перетрут. Самое главное трудиться и ничего не бояться. Также интересный спикер был это Сергей Жуков. В своем выступлении он сказал то, что вы думаете, почему я тут? Моя мама татарка, Лилия Наилевна. И он, конечно же, подтвердил то, что он очень любит татарскую выпечку. И то, что все его родственники всегда по жизни его поддерживали, его становление на пьедестал, и как раз-таки он тоже горд своими корнями. Все очень гордо приняли Сергея Жукова на сцене, громко аплодировали ему, и всем также было интересно послушать его историю успеха. Конечно же, все ждали выступления нашего раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича. На своем выступлении он подметил то, что татары генетически корыстный народ, и он всегда, конечно же, рад присутствовать на таких мероприятиях. Он как раз отметил то, что это мероприятие отличается от всех своей душевностью. В этом году награждали всех ветеранов СВО, также героев. Он сказал то, что корыстно ему почему? Потому что приезжаем на это мероприятие для того, чтобы учились вы в Москве, а потом самые лучшие кадры забирать в Казань. Вот, это было очень интересно с его стороны. И, конечно же, огромная благодарность организатору такого масштабного форума, мотивирующего. Это полномоченное представительство Республики Татарстан Ахмедшину Равиль Калимуловичу и его команде сильной и интересной, за спикеров, конечно же, за само мероприятие. Также наша активистка Диляра, руководитель Татарского землячества в финансовом университете при правительстве, организовала перед форумом как раз информационный стенд
о своем землячестве. Также сейчас активно проводим работу над фан-клубом нашего казанского футбольного клуба «Рубин». Будет как раз первая игра 20 апреля. Собрали фанатов уже отдельно непосредственно, и уже все вместе пойдем на футбольный матч поддержать нашу команду. Также был представлен стенд на форуме. И также Дилера организовала, получается, поисковый отряд. И впервые у нас поисковый отряд был поездка в Монголию. Огромное спасибо тоже таким активистам, которые принимают участие в таких огромных мероприятиях, форумах, мотивирующих. Это, как президент сказал, не только студентов, но и других людей, потому что выступление всех спикеров и гостей было очень интересным, мотивирующим, и все после этого мероприятия вышли одухотворенные и как раз-таки совершать интересные новые шаги для того, чтобы прославиться и не только. Побед и ждем также татар побольше в Forbes и в других изданиях.